Досрочные выборы главы республики состоятся 9 сентября этого года. Соответствующее постановление депутатский корпус принял сегодня на очередном 37-м пленарном заседании. Как решить проблему нестабильного интернета и некачественной мобильной связи? Жители Тампонского района собирают подписи в адрес контролирующих органов. Пробный коммерческий автобус в Мирном организует рейс из города до места отдыха Чуаналыр. В эфире новости. Мы продолжаем знакомить вас с информацией и событиями. В студии Андрей Погорелов. Здравствуйте. Накануне Владимир Путин провел прямую линию. Одним из новшеств этой 16-й по счету линии стало участие в беседе главы государства и граждан третьей стороны, то есть губернаторов и министров. В ходе общения президент выводил в эфир и членов Кабмина, и глав регионов. Разговор с Путиным продолжался почти 4 часа 20 минут. За это время глава государства ответил на 79 вопросов, и один из них по поводу заработной платы задал преподаватель Якутского финансово-экономического колледжа. Владимир Путин в прямом эфире связался с Айсеном Николаевым и попросил разобраться в ситуации, на что руководитель региона пояснил следующее. Ситуация связана с тем, что в первом квартале все стимулирующие премии выплачивались в ежемесячном режиме, а со второго училище перешло на систему ежеквартальных выплат. Уверен, что снижение общей заработной платы у работников финансово-экономического колледжа не будет, пояснил Айсен Николаев. Владимир Путин выразил свое доверие руководителю региона, что в скором времени вопрос решится. Очень на это надеюсь, рассчитываю. Вы человек, который знает ситуацию в республике, давно там работаете, вы там не пришлый человек, не со стороны. Я жду от вас доклада. Сегодня Айсен Николаев уже встретился с Михаилом Вагановым, преподавателем финансово-экономического колледжа. Напомним, что преподаватель спецдисциплин задал вопрос Владимиру Путину о том, что повышение зарплаты по майскому указу носит только временный характер или должно сохраняться. На что Владимир Путин ответил, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене и звене среднепрофессионального образования или высшей школы, должны быть не только сохранены, но и приумножены. Владимир Путин попросил руководство Якутии разобраться в ситуации. Айсен Николаев, чтобы лично разобраться, встретился с Михаилом Вагановым. Вчера ночью я уже оперативно встречался и с председателем правительства, и заместителем председателя правительства, с министром образования, разговаривал с первым заместителем прокурора республики. И сегодня вот то, что я вчера уже ночью имел информацию, это подтвердилось. В первом квартале 2018 года премии, стимулирующие выплаты в финансово-экономическом колледже выплачивались ежемесячно. А так как в конце декабря был уже подписан коллективный договор, со второго квартала выплаты эти будут производиться уже ежеквартально. Соответственно, заработная плата, то, что человек на руки получает, конечно, по сравнению с первым кварталом, у него в апреле-мае упала. И, к сожалению, здесь бухгалтерия, я считаю, допустила немножко некорректное поведение. Человеку не объяснили правильно, что в июне месяце стимулирующие выплаты за второй квартал и премия будут полностью выплачены, и у него средняя заработная плата не уменьшится, а останется на таком же уровне. Между тем, досрочные выборы главы республики состоятся 9 сентября этого года. Соответствующее постановление депутатский корпус принял сегодня на очередном 37-м пленарном заседании. Представляя на заседании проект постановления, руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов напомнил, что указом президента России 28 мая принята отставка Егора Борисова по собственному желанию. В случае прекращения главой Якутии исполнения своих полномочий до истечения установленного срока, Госсобрание назначает досрочные выборы. К другим темам. Коммунальные предприятия города приступили к подготовительным работам к следующему отопительному сезону. За лето предстоит провести промывку систем отопления, водоснабжения и канализации, а также ремонт и реконструкцию котельных. Частично работы уже проведены более чем в 300 жилых домах. Кроме того, коммунальщики провели ревизию запорной арматуры, центрального отопления, отремонтировали системы с частичной заменой труб. Помимо этих работ в течение лета также будут отремонтированы входные двери, кровли, электроснабжение, узлы ввода и элеваторные узлы.
На Жатайской базе технической эксплуатации флота продолжается сдача судов в эксплуатационную готовность. Уже спустили на воду 61 единицу, отмечает пресс-служба Ленского объединенного речного пароходства. В ближайшее время планируется привести в готовность танкер ТО-1546, а в начале следующей недели еще 4 судна. Следом за танкером ТО-1554 спустят на воду Леннефть-2030, после чего будут проведены гидравлические испытания трюмов и сдача судна регистру. На заводе полностью восстановлен паром СПЖ-83. Судно направят в Амгинский район для пассажирских перевозок. А жители Тампонского района всю весну сталкивались с отсутствием стабильной мобильной и интернет-связи. А ведь без нее в наше время никуда не деться. Это работа банков, магазинов, заказ авиа-ЖД-билетов. О непростой ситуации расскажут наши корреспонденты. Всю весну население Тампонского района сталкивается с проблемами нестабильной сотовой, стационарной и интернет-связи, что несет за собой целый ряд осложнений. С приходом в нашу жизнь сети интернет и сотовых телефонов многие люди отказались от связи стационарной, что при отсутствии сотовой влечет за собой проблемы. Именно поэтому население приняло обращение и собирают подписи в адрес контролирующих органов. Просто уже от отчаяния жители поселка Хандыга приняли решение обратиться к представительству Роспотребнадзора в поселке Хандыга и обратиться в прокуратуру с обращением. То есть мы не хотим чего-то сверхъестественного. Мы хотим, чтобы был наведен порядок с мобильной связью и, естественно, со стационарной связью. Кроме того, весна – это сдача основного и единого государственных экзаменов в школах Тампонского района, где в этом году 128 человек сдают ЕГЭ, в том числе выпускники прошлых лет, и 137 учащихся ОГЭ. В связи с нестабильной связью в некоторых школах возникли проблемы. 29 мая у нас проходил экзамен русский язык в 9 классе. Но экзамен в одном пункте проведения экзамена не состоялся в связи с отсутствием интернет-связи, телефонной связи. Экзамен перенесли на 20 июня, на резервный день. С января 2018 года вступило в силу постановление главы района об организации проведения ЕГЭ и ОГЭ. Проведены все инструктивно-методические и организационно-технические мероприятия для успешного проведения экзаменов. Были проблемы в передаче файлов, детских тестов, бланков в ЦМКО и федеральный портал. Все это продолжается с 28 мая до сегодняшнего дня, 6 июня. Вчера был у нас русский, основной тоже этап периода экзамена, тоже были проблемы со связью. Сдача государственных экзаменов в школах всегда волнительна для выпускников, родителей и преподавателей учебных заведений. Но в этом году как никогда вызывает волнение и тревогу именно отсутствие стабильной связи. У нас люди не могут заказать себе билеты в отпуска, у нас не могут люди деньги снять в банках, у нас отсутствуют расчеты в магазинах по карточкам. То есть у нас полностью отсутствует социализация людей, мы привязаны к интернету, а интернета у нас нет. Поэтому срывается все, что можно. Несанкционированные сельхозпалы, тревожный паводок, ураганный ветер – все это влияет на качество связи. Но хотелось бы и более тщательного контроля со стороны Россвязьнадзора за качеством предоставляемых услуг связи. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Вековой юбилей сегодня отмечает социальная служба России. В Театре оперы и балета свои поздравления принимали соцработники Якутии. За 100 лет служба прошла огромный и сложный путь становления и развития. Работа социальных служб сложная и ответственная, требующая от специалистов не только высокого профессионализма и опыта, но и нравственности, духовности и терпения. В Якутии 4500 работников социального развития ежедневно трудятся и отдают тепло своих сердец во благо населения республики. Столетний юбилей социальной службы Российской Федерации – это говорит о многом, потому что на протяжении всех 100 лет у нас прошли очень, будем говорить, значительные изменения во всей социальной сфере. И, конечно же, сегодня стоят очень сложные, очень значимые задачи. Это и преодоление бедности, это и социальная поддержка тех, кто в этом нуждается. Пробный коммерческий автобус запустят в Мирном. 10 июня организуют рейс из города до места отдыха Чоналыр. В 11 и 14 часов движение автобуса будет осуществлено по маршруту библиотека, магазин Водолей, Лек-Аланхо. А в 16 и 19 по маршруту Лек-Аланхо, институт Якут-Днепромалмаз, 3 богатыря. Стоимость проезда составит 200 рублей, сообщает пресс-служба Мирного.
Общение, первый опыт работы и первые заработанные деньги. В летний период становятся популярными трудовые отряды. 65 айхальских ребят приводят в порядок улицы поселка, красят скамейки, озеленяя клумбы, убирают мусор. На что ребята потратят первую заработную плату, узнали наши коллеги. В Айхале установилась теплая погода. Это время для благоустройства поселка. Первыми на улицу вышли юные айхальцы. 65 ребят работают в этом году в трудовом лагере. В их числе Елена Стадник. Молодая девушка уже знает, куда потратить первые заработанные деньги. Я планирую отложить деньги, потому что в следующем году все равно буду поступать. И думаю, это будет как бы не лишним. Каждый день рабочая молодежь начинает с инструктажа. Получает наряд задания и инвентарь. Ребята собирают мусор, готовят цветочные клумбы для посадки растений, красят скамейки в скверах. После трудового дня мальчишек и девчонок ждет вкусный обед. Техника безопасности, безусловно, это самое главное. Все соблюдается. Ребята работают в жилетах, в перчатках. Рабочий день длится в зависимости от того, какой возраст у ребенка, потому что в соответствии с Трудовым кодексом ребята от 14 лет до 15 должны работать 4 часа, от 15 до 16 не работают 5 часов. Желающих поработать каждый год все больше и больше. Однако в первую очередь в трудовой лагерь принимают детей с многодетных и неполных семей и ребят из группы риска. Зарплата финансируется из двух источников – Мирнинского районного управления образования и Центра занятости населения. Я считаю, что когда я работаю, я очищаю свой поселок от грязи, делаю его намного лучше. Также я считаю, что именно молодежь должна заниматься очищением поселка, потому что это приводит на мысль, что люди должны жить в чистоте, и труд помогает молодежи становиться лучше. Всего за лето трудоустроят 170 ребят. Фронт работы большой. В планах убрать территорию вдоль берега реки Саксалох. Летом это место популярно у айхальцев. Однако после выездных пикников многие оставляют за собой горы мусора. Альбина Шарафетдинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Выпуск новостей завершен, а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире.